В центральном парке поселка Раздольная техника и рабочие. Сейчас строители меняют коммуникации, устанавливают пожарный водоем на 50 кубометров. Парк будет огражден также 3D-забором. Впереди у нас кованый забор предусмотрен, поэтому вся инфраструктура для развития, то есть и детского спорта, и для игровые элементы, также скейт-парки, зоны для отдыха взрослых, поэтому все это мы проектом предусмотрели. Завершить работы планируют в ноябре 2021 года. Их проводят в рамках региональной адресной программы. Бюджет почти 70 миллионов рублей. 25 из них уже освоили. А это одна из центральных улиц райцентра. Рядом мечеть, церковь, школа и детский сад. Работы должны быть завершены, но выполнены всего на 40%. Администрация района уже полгода судится с недобросовестным подрядчиком. А на площади возле центрального автовокзала вскоре появится памятник жертвам депортации. Это, я считаю, удачное место со всех сторон. И в первую очередь есть поддержка со стороны крымско-татарской общественности. Место довольно-таки достойное в плане доступности. Земельный участок выделят на ближайшем заседании поселкового совета. Здесь в каждом сантиметре чувствуется душа и труд местных жителей. Мечеть возвели за 3 года. Уже смонтировали крышу и установили евроокна. Сейчас будут заливать полы и утеплять потолок. Религиозное сооружение в селе Березовка готово на 50%. Осталось произвести отделочные работы. Деньги на строительство люди собирают сами. Помочь финансово пообещал и депутат Госдумы Руслан Бальбек. Привлечь каких-то меценатов. Постараюсь до конца недели отработать этот вопрос. Всего потребность для того, чтобы закончить все внутренние работы, это 1 миллион рублей. В селе Березовка проживает около 1300 человек. 40% из них мусульмане. Если найдутся деньги на завершение работ в мечети, потребуется несколько месяцев. Севилия Меметова, Рафаэль Вахидов, телеканал Милет.